быть наказанным, инстинкт самосохранения возьмут верх над волей человека. И поэтому для реализации задуманных целей ему необходима помощь со стороны, которую с радостью оказывают вербовщики. С первой же минуты кинокартина интригует зрителя и притягивает его внимание. С какими методами вербовки можно столкнуться в реальной жизни, как сотрудники правоохранительных органов предотвращают теракты и какими будут последствия для экстремистов. Все это показано в фильме под названием «Один на один». Человек, который становится на путь терроризма, должен понимать, что финал у этого пути один. Это смерть, да, то есть, и хотелось бы, чтобы это понимали люди, и чтобы они это понимали до того, как встать на этот путь. Это смесь художественного кино с документальным. В то же время здесь используются приемы игрового фильма, актеры, вымысел и постановочные кадры. Так режиссер Андрей Грачев создал киноленту нового жанра под названием «Real Movie». В недрах интернета ты встречаешь девушку такую красивую, миловидную. Марина Голубева. Нет, ничего не надо говорить. Ничего не надо говорить. У нас есть фото, видео и запись ваших телефонных разговоров. В основу фильма легли реальные события. В некоторых эпизодах используется архивная хроника и комментарии экспертов. Автор кинокартины показывает не только суть работы Федеральной службы безопасности, но и использует истории молодых людей для наилучшего восприятия телезрителям. В этом фильме есть эпизод, как молодая красивая девушка завлекает парня, каким образом она его обманным путем именно завлекает в неправовое поле. Именно для того, чтобы наша молодежь более лучше осознала те пагубные действия, которые необходимо донести до них, чтобы они поняли, каким образом им противостоять тем или иным хитростям. Трудоемкая и интересная работа режиссера и его съемочной группы произвела особое впечатление на участников круглого стола. Сразу после просмотра киноленты собравшиеся делятся мнением. Для кого-то большим открытием стали приемы, которые используют экстремисты для вербовки людей. Другие, напротив, в очередной раз убедились в том, что ловушкой может стать не только интернет и социальные сети, но и сомнительное окружение. Они не знают, на что они идут. Они не знают о тех принципах, рычагах, к которым прибегают те или иные вербовщики, когда непосредственно их вербуют. То есть этот фильм, он позволит молодежи понимать, видеть вторую, обратную сторону медали, понимать, куда их ведут, для чего их ведут, какие выгоды у этих вербовщиков. И, собственно, видеть эту всю картину прозрачно. Я против любого проявления экстремизма и радикализма в молодежной или в какой-нибудь другой среде и призываю всю молодежь не только нашего региона, но и всей России при малейшем намеке на экстремизм отдаляться от подобных людей, знакомств и личностей. Терроризм и экстремизм, пожалуй, одна из главных проблем современности, с которой совместными усилиями борются и власть, и общество. Чтобы молодые люди знали, как вербуется молодежь, и были готовы этому противостоять, такие закрытые показы сейчас проходят по всей стране. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.